Эфир телеканала «Якутия-24» продолжит новости. В студии Иван Лазаренко. Смотрите в этом выпуске. На территории Лесного фонда республики принимаются меры по тушению 85 лесных пожаров. 19 пожаров локализовано. В дни проведения игр Манчары не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией среди участников соревнований. В День рыбака в городе Якутске прошло уже 4-е по счету городское соревнование по рыбной ловле. Центр «Север», территория устойчивого развития, стал победителем конкурсного отбора межрегиональных научно-образовательных центров мирового уровня 2021 года. 13 проектов различных субъектов России были презентованы губернаторами на заседании Совета научно-образовательных центров. По результатам отбора Центр «Север» попал в число победителей. Научно-образовательный центр «Север» создан в конце 2019 года по инициативе 5 регионов – Сахалина, Камчатки, Магаданской области, Чукотки и Якутии. В результате его работы будут найдены решения мирового уровня в области новой энергетики, устойчивого развития высокотехнологичной экономики, поведения живых организмов на севере и глобальных изменений климата. Представили основные направления деятельности нашего научно-образовательного центра. В первую очередь, конечно же, мы говорили об уникальных достижениях нашей якутской науки, связанные с изучением изменений климата. Ведь понятно, что многие процессы, которые нас сегодня волнуют, будь то таяние вечной мерзлоты, будь то те же лесные пожары, они в своей корне, фундамент как раз зиждется на изменениях климата, которые сегодня идут. И как раз достижения науки позволили бы нам этими процессами управлять и регулировать их на пользу человечества в целом. На территории Лесного фонда республики принимаются меры по тушению 85 лесных пожаров. Локализовано 19. Об этом заявил первый заместитель председателя правительства Якутии Дмитрий Садовников на заседании оперативного штаба. На тушение лесных пожаров задействовано 3017 человек и 356 единиц техники. С начала суток обнаружено 19 очагов возгорания. Дмитрий Садовников сообщил, что за прошедшие сутки самолет Ан-26 для искусственного вызова осадков отработал в Хангаласском и Горном районах и городе Якутске. Кроме того, работают вертолеты МЧС России, а на тушении пожара на территории природного парка Ленские столбы задействованы вертолеты Министерства обороны России. На 11 число на территории республики всего 305 пожаров, из них тушится 85. Территория охвата пожаров – это 1 242 000 га. За сутки ликвидировано 37 пожаров и локализовано 19 пожаров. К сожалению, пожары тоже добавляются, и их за сутки добавилось 19. А по сведениям Министерства экологии, Якутии с утра на территории республики ликвидировано 5 пожаров на площади 35,5 тысяч гектаров. Из них 1 пожар в Усть-Майском районе, 1 в Нерюнгринском и 3 пожара в Горном Улусе около населенных пунктов Кюрелях и Эббя. И к другим темам. Якутские предприниматели запустили мальков пеледи для разведения в товарных целях. Так, около 4 месяцев назад предприятие «Ленская рыба» успешно запустило 3 экспериментальные установки замкнутого водоснабжения, которые позволяют выращивать рыбу для потребления. На сегодняшний день на базе предприятия уже разводят форель, а также содержится ленский осетр. Представители компании отмечают, уникальность цеха на сегодняшний день – это единственный подобный сельхозтоваропроизводитель на территории республики. Это экспериментальный рыбозавод, на котором будут обкатываться технологии, благодаря которым, может быть, в будущем будет построен большой рыбозавод, на котором уже будет промышленное разведение рыбы. В перспективе такая рыба, скорее всего, будет стоить дешевле, чем привозная рыба, потому что транспортировка, выращивание, это все здесь, все на месте. Сегодня, 11 июля, все рыболовы отмечают профессиональный праздник. В этот день поздравляют и сотрудников рыбной инспекции, и студентов, и преподавателей университетов водного хозяйства. Самую крупную рыбу, кстати, выловили в 1979 году. Тунец весил почти 700 килограммов. Ну а в Якутии же каждый год на крючок или в сеть попадают по 5000 тонн. Как сохраняют водоемы от истребления рыб, смотрите в материале далее. Ну, рыбалка для меня это, как сказать, жизнь. У меня и дед рыбачил, дядьки рыбачили, и рыбачил до сих пор. Я сам из 10 лет рыбачу.
Насладиться полноценной рыбалкой Александр Захария смог только 2 года назад. Жена подарила ему лодку и мотор. Теперь за лето раз 20 выезжает порыбачить. Манит свобода от мыслей и тревоги. Себя в этом деле считает любителем. Говорит, в районе не хватает рыболовных турниров, где можно пообщаться с профессионалами. А пока перенимает знания у якутских рыбаков. Например, обряды для хорошего улова. Они делают обряд алгыс для уха проды. Ну, там ложат в огонь там лепешки. Ну, куда я там взял, скачал с интернета алгысом. У меня он в телефоне всегда. Включаем перед костром, ложим лепешки. И никогда мы здесь с ним не приезжаем не без рыбы. Излюбленные места Александра – это Егошкин ручей и Красная гора. Все по течению реки Нюя. Рыбаки о них знают, но проезжают мимо. Думают, что рыбы здесь нет. Если вы собрались на рыбалку, запаситесь терпением. Для хорошего улова нужен минимум день. Также на улов влияет и место. Опытные рыбаки знают, там, где кусты и высокая трава, обязательно можно поймать щуку или окуня. Якутия занимает первое место в России по запасам рыбы – более 50 видов. Есть и занесенные в Красную книгу. Например, сибирский осетр, ленский пескарь и арктический голец. Преобладают же виды лососевых и сеговых. Их популяцию поддерживает Толроса совместно с Чернышевским рыбзаводом. В этом году расширено зарыбление географии на реку Анабар. Проведено зарыбление в Ленске, река Лена, и в Вилюй. Также у нас после зарыбления личинкой пеледи ожидается первый раз зарыбление чером, но уже молодью, подрощенной, навеской 0,5 грамма. Чтобы мальки прижились, необходимо следить и за чистотой водоемов. Баночки в 100 мл и ковшика хватит, чтобы узнать уровень загрязнения воды в реках и озерах. В Ленском районе исследования проводят раз в 3 месяца. Вода чистая, рыба есть, но жадные рыбаки будут наказаны. За ловлю рыбы в период нереста грозит штраф до 300 тысяч рублей. Юлия Золотарева, Анастасия Белокрыницкая, телеканал «Алмазный край». В День рыбака в городе Якутске на озере Щорса прошло уже 4-е по счету лично-командное городское соревнование по рыбной ловле на поплавковую удочку под названием «Ловись, рыбка». Позакидывать удочки пришли 46 человек. Среди участников не только мужчины и женщины, но и дети. Номинаций несколько. Например, самый первый улов или у кого самый большой улов по весу в общей сложности. После старта соревнований буквально через 15 секунд первым поймал рыбу школьник Артур Татаринов. Отметим, состязание проводится с 2017 года. Ну, немножко обрадовался, то, что, первый поймал, рыбу. И, конечно, немножко растерялся, куда идти, показать день. Я и папа, мы вдвоем в команде одной. Ага. Да, рыбачил. Там, где дача рядом, там озеро есть, там рыбачим тоже, этих глянчиков ловим, ага. Ни одного случая заражения новой коронавирусной инфекцией в дни проведения игр Манчары среди участников соревнования не зарегистрировано. Об этом сообщил главный государственный санитарный врач Хангаласского и Горного районов Афанасий Алексеев. Но, тем не менее, лицам, которые приехали на соревнования с ПЦР-тестами, необходимо придерживаться режима самоизоляции по прибытию домой. Всего во время проведения игр Манчары развернуто 22 медпункта в селе Бердыгистях, 3 временных пункта на федеральной трассе Вилюй, а также 2 изолятора для лиц с подозрением на COVID-19 в 2 наслегах Горного района. Сегодня прошли соревнования по решающему последнему виду многоборья. Это бег на 400 метров. В весе до 70 килограммов победу в забеге одержал Леонид Филиппов, представляющий Амгинский улус. А в весе свыше 70 килограммов быстрее всех оказался Иннокентий Колесов из Кобяйского улуса. По итогам всех 5 видов многоборья абсолютными чемпионами игр Манчары по национальному многоборью стали в весе до 70 килограммов Леонид Филиппов. Он набрал 15 очков в сумме. А в весе свыше 70 килограммов Николай Матананов из Таттинского улуса. В его активе 19 очков.
Ну а Данил Иванов, абсолютный чемпион игр Манчары 2021 года по борьбе «Хапсагай». В финале хангаласский борец победил Максима Толмачева из сборной команды Северо-Восточного федерального университета. 21-я спартакиада по национальным видам спорта игры Манчары вызвала огромный интерес не только у жителей нашей республики, но и далеко за ее пределами. Причем все больше интерес спортивные мероприятия стали вызывать у молодого поколения. Так на играх побывал спортивный блогер из Москвы Виктор Кравченко, который ведет популярный YouTube-канал «Площадка». С подписчиками он поделился своими впечатлениями об играх Манчары. Слушайте, я был в Ленске 4 года назад и узнал про Исах, да, ваш Новый год. Вот, и увидел там Хапсагай. Там же тоже занимаются, да, разными, немножко другие. Камень перетягивают. Вот. А год назад я узнал, что существует такая вещь, как Манчара. И год назад я себе пообещал, что я окажусь здесь вообще прям при любых обстоятельствах. Я надеялся, уже к этому моменту пандемия закончится. Вот, но я очень рад здесь оказаться. Я не знаю, сколько некоторым видам спорта лет, как нарты, прыжки там, или метание топора, мне кажется, лет 400-500, не представляю. И как вы это донесли до 2021 года, для меня тоже загадка. Самое интересное, как это все до сих пор существует, на чем это все держится, ну, видимо, правительство поддерживает, наверное. Вот это для меня самое интересное, наверное, что это до сих пор существует, и столько людей в этом во всем участвует. Ну а мы напоминаем, что торжественную церемонию закрытия 21-й спартакиады по национальным видам спорта игры Манчары в прямом эфире покажут телеканалы и YouTube-каналы Якутия-24, НВК «Саха» и «Мамонт» сегодня в 21 час по местному времени. Также трансляции церемонии закрытия будут доступны и в мобильных приложениях НВК «Саха» и игры Манчары. Чурапчинский государственный институт физкультуры и спорта начал готовить тренеров и преподавателей по масс-рестлингу для российских регионов. Первыми выпускниками стали жители Москвы. Обучение проводится в рамках федерального проекта «Спорт. Норма жизни». Цель курсов – получить квалифицированных специалистов, что, несомненно, даст толчок для развития масс-рестлинга в регионах. Как проходила учеба у столичных студентов и что входило в их образовательную программу, знает моя коллега Айсена Бурнашова. Обучение у нас проходило в дистанционном формате. Первый этап обучения проходил в феврале, с 1 по 13 февраля. Затем мы проходили практику. Затем обучение продлилось в апреле. И в мае, в июне мы писали выпускную квалификационную работу. Базовые основы масс-рестлинга, теория физической подготовки, методика перетягивания палки и многие другие дисциплины. Всего за 5 месяцев Дарья прошла полный курс переподготовки и пришла к своей мечте. Получила диплом тренера по масс-рестлингу. В этом виде спорта Дарья менее 4 лет, но за плечами уже громкие победы. 3-е место на чемпионате России 2019 года. Серебро 2-го этапа Кубка мира в Польше. Девушка даже выполнила норматив мастера спорта по масс-рестлингу. Теперь с дипломом гособразца девушка планирует заняться уже тренерской деятельностью. ВКР у меня был на тему обучения приему стойка на этапе начальной подготовки. То есть для спортсменов, которые только-только начали заниматься масс-рестлингом. Хочу немножко еще структурировать и углубить свои знания по физиологии, по анатомии, по биомеханике. И затем в дальнейшем, конечно, скорее всего, перейду в эту деятельность. Трехэтапное обучение через Moodle и Zoom. Программа, рассчитанная на 756 часов. Вместе с Дарьей среди первых выпускников и Аял Решетников. Экзамены сдал на отлично. По его мнению, дистант открывает новые горизонты не только для масс-рестлеров, но и для всего вида спорта. По масс-рестлингу преподаю только в Якутии, СВФУ и Чевкис, да. А вот этот новый формат, он дает возможность из любых регионов России обучаться дистанционно. И это, думаю, даст очень хороший результат для развития данного вида спорта. Всего же обучение прошли 40 слушателей из 24 регионов России. Некоторым еще предстоит защитить свои выпускные квалификационные работы. Программа переподготовки проходит в рамках федерального проекта «Спорт. Норма жизни». Организаторы уверяют, что первым потоком выпускников курсы не ограничатся и продолжат свою работу. Я считаю, что 40 человек – это цифра очень маленькая, потому что мы уже сейчас разрабатываем проект дальнейшего обучения. Количество возрастет, потому что у нас страна очень большая, регионов очень много. Айсена Бурнашова, Джур Березкин, Виктор Олесов, Москва.
На этом наш выпуск завершен. Берегите себя и до встречи в эфире.